Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто за вами следит, кто этот человек, ну и зачем он это делает. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, за вами следит тот, с кем вы в ссоре. У вас ссора с этим человеком произошла, причем достаточно серьезная. Ссора, конфликт, расставание, как связь прервалась. Связь прервалась, но она не потерялась. Вот. Человек, который много чего сделал, наговорил сгоряча, а может быть, человека на это как подтолкнули, да? Может быть, накрутили против вас этого человека. Может быть, человек сам не ведал, что творил. Человек не имеет доступа к вам, но как-то может за вами следить. Через кого-то, чужими глазами, допустим, да? Есть какой-то засланный товарищ, который следит. Либо, может быть, через соцсети человек за вами следит. Может быть, еще и кого-то нанял за деньги, да, чтобы вот следили, там фотографировали, там эти репорты писали, да, где вы, с кем вы, во сколько, да, такие вещи могут быть. Но у вас конфликт, вы в состоянии конфликта с этим человеком. Конфликт, который был очень громкий, и очень страшный и болезненный. Больно ударило и по вам, и по тому другому человеку. Знаете, еще идет ощущение, что вот ваши взаимоотношения с этим человеком как будто бы тучи заволокли. Обычно так показывают либо кризис в отношениях, либо вмешательство в отношения, да, потому что тучи так просто не показываются, да, сами по себе они не приходят. Но кризис может быть как переходный элемент, когда отношения выходят, там, например, из конфетно-букетного периода и переходят там, в семейные отношения. Вот. Также может быть как притирка, да, притирка, которая была очень жесткой, и вы оба не справились с этой притиркой. Но мужчина как бы он вообще тут с катушек слетел. Вот. А если это чье-то вмешательство, то тут вмешательство по всем фронтам. И магическое, и физическое, и также могло быть внушение, даже какой-то гипноз мог быть, да, там подделка фактов, навели туману, одним словом. Вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Мне вот непонятно, у вас с этим человеком была любовь, как вы из такой большой любви попали в этот туман, как вообще такое могло произойти? Еще мне идет, что мужчина как месяц, а женщина как солнце. То есть, скорее всего, вы женщина очень яркая, очень талантливая. У вас невероятно потрясающая энергетика. Вы способны к целительству. Да, вот, приложением рук, либо добрым пожеланием вы, возможно, можете исцелить человека. Скорее всего, вы просто не пробовали, а может, пробовали, у вас точно получалось. Потому что по солнечной энергии это жизнь, это рассвет, это исцеление, это помощь, это положительные эмоции, да, вот как благодать идет. А Луна, она все-таки такая, знаете, искажает, что-то болезненное, что-то такое, знаете, подозрительное, сомнительное. И также Луна говорит про неуверенность. То есть мужчина мог изначально быть очень ревнивым, и тот, кто, например, влазил в ваши отношения, он это прекрасно понимал, знал, куда давить и бить, чтобы мужчина вот так вот взорвался в один момент. Как Солнце и Луна поспорили, да? Солнце и Луна поспорили. Опять же, смотрите, Солнце говорит о том, что вы в себе уверенный человек. Уверенный, да, абсолютно уверенный. Вы знаете, кто вы, что вам делать, вы ни у кого ничего не спрашиваете, вы в себе не сомневаетесь, вы в других не сомневаетесь. А мужчина как бы
Он наоборот, вот под Луной живет. Он такой вот прям весь в себе, у него, возможно, какие-то есть комплексы, сомнения, переживания. Опять же, очень сильный собственник, да, и ревнивец. Солнце не поддается магии, а вот Луна поддается магии. Да? Возможно, даже если магия была, то на вас она не легла, а легла именно на мужчину, как сознание ему запутало. Да, возможно, кстати, ревность стала причиной того, что произошел скандал. Так, что бы это ни было, мужчина сейчас за вами следит, как будто бы к чему-то готовится, какой-то вам то ли сюрприз готовит, то ли какое-то триумфальное возвращение в вашу жизнь. Ему очень плохо без вас. Вот вы как-то спокойно переносите разлуку с ним, либо то, что произошло между вами, вы уже взяли себя в руки и вы живете дальше. У вас уже все как устаканилось, а у него только лишь все как набирает обороты, как вот на лавину похоже, да? Чем дольше он без вас, чем дольше вы в конфликте, тем хуже он себя чувствует. И он понимает, что единственный путь к его счастью — это воссоединиться с вами. То есть, потому что с другой женщиной он не может быть таким счастливым, как с вами. Другая женщина, она не дает ему такой энергии, да, нет такой другой женщины Солнца. Солнце, оно одно. И он вас потерял, действительно потерял. Давайте я еще на картах посмотрю. Просто тут такой непонятный момент. У него бубновая масть, но она ему как будто бы недоступна. Вообще, мне кажется, что после разрыва с вами у него как-то ухудшились дела. Либо из-за той магии, которая была сделана, либо вы были его талисманом удачи. Женщина, которая приносила ему удачу своей любовью. Ну, конечно, если вы Солнце, то вы приносили удачу. То ли, возможно, он потерял интерес там, к работе, руки опустились, да, в разбитом состоянии. Сейчас давайте посмотрим. Не знаю, вот мне идет, что он очень сильно приревновал, и вот этот конфликт и разрыв, который у вас произошел, случился все-таки на почве ревности. Очень сильной ревности, ревность, которая сводила с ума, которая вот как красная пелена закрыла ему там все, глаза, мозг перекрыла, там кислород перекрыла. Знаете, как будто бы он за вами следит, чтобы либо подтвердить, либо убедиться. Ну вот буквально сказали, что вы лилия, да? А он вас всегда считал клевером. Лилия — это все-таки цветок такой, знаете, такой страсть, тайные отношения, там, ну, всякие такие пикантные отношения. А клевер — это чистый цветок, цветок удачи, семейный цветок. И вот он наблюдает за вами, буквально вот куда вы ходите, да, где вы с людьми общаетесь, с кем вы общаетесь, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть, да, свою эту ревность. Вот сам для себя хочет определить. Но опять же, зачем он это делает? Чтобы уже окончательно принять решение. То есть по вам он решение не принял. То есть, скорее всего, да, из-за вот этой ревности, любя вас, он может от вас отказаться, ну, потому что он понимает, что он кого-то где-нибудь убьет, да, если дальше так будет продолжаться. Ему нужно прямо убедиться, что вы, ну, честная женщина, порядочная, да, что вы ни с кем не изменяли, что нет у вас никого там в любовниках, что вы не отправились во все тяжкие, да. Ему нужно в этом убедиться самому для себя. Вот. Со стороны наблюдает, он готов войти в вашу жизнь, он готов был уже давно идти просить у вас прощения, но вот с ревностью нужно разобраться. Сможет ли он исцелиться от этого? Давайте посмотрим. Ну, потому что ревность — это очень плохое чувство, и оно людей сводит с ума, доводит до греха, жизни и судьбы ломает. Вот я хочу посмотреть, сможет ли он от этого избавиться и исцелиться. Ну, змея все-таки у нас знак медицины, да? Может, он может. На это, конечно, возможно, время потребуется, возможно, особое отношение потребуется. Девочки, я вам так скажу, как только мужчина убедится, либо сам себя убедит в том, что вы верная,
что вы ему там не изменяли, что у вас не было таких мыслей, помыслов, замыслов, то мужчина превратится в очень верного, да, верного. Он потом никогда не будет верить, ну, ни в свои предположения, ни в чужие там вбросы по поводу вас, да, он будет безгранично и бесконечно вам доверять. И еще мне идет, что у кого-то вот этот приступ ревности случился, опять же, как я говорила, да, из-за какого-то магического воздействия. То есть какие-то были программы, установки данной мужчины. То есть, да, вот есть же пословица, что вода камень точит, да? То есть, если постоянно вот капать на мозги и говорить, что вы там изменяет, да, изменяет, то человек прям уже эту программу, он в нее верит, он ее принимает за данность. Вот. Ну и также, если постоянно были какие-то магические действия, воздействия, тоже могло сработать. Да, это просто обострило. Все-таки месяц, как я уже сказала, поддается магии, Луна поддается магии. Она есть магия. Да, мужчина, скорее всего, предрасположен, и было достаточно там какие-то обряды, ритуалы провести, либо шепотки, либо постоянно повторять как мантру то, что вы ему изменяете, чтобы у него это все вот вскипело. Да. Возможно, мужчине придется не только там ходить к эзотерикам, экстрасенсам, магам, но еще и к хорошему психотерапевту, который его научит, как ему как бороться, да, со своими этими переживаниями, со своей ревностью. Может, кстати, он и ходит туда. Да? Может быть, и ходит. Но сейчас он наблюдает. Ему важно самому для себя понять, что вот да, вы ему не изменяете. Вообще, стоит ли вам быть с этим человеком? Стоит ли оно того? Ну, на самом деле, если вам никто мешать не будет, да, либо вы переживете вот этот кризис, да, потому что кризис можно выкосить, то у вас прекрасная судьба может с ним сложиться. В принципе, да, карты говорят, что все возможно. Не знаю, мне кажется, что у вас есть либо соперница, либо женщина-враг, которая все это устроила. Там змея, там лиса. Но тут как будто бы вас обвинили, да, что вы вот такая ветреная, легкомысленная, да, что вы не та, за кого себя выдаете. Ну и мужчина начал сомневаться. Угу. А теперь он за вами наблюдает, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть. Да. Ну что, мои хорошие, если вы его до сих пор не разлюбили, и если вы готовы восстановить отношения с этим мужчиной, то совсем скоро он к вам придет. Потому что здесь этот фрагмент у нас посерединке показан. То есть там в течение недели, 10 дней, максимум 2 недель, да, мужчина объявится, тот, кто за вами следит и наблюдает. Придет мириться, придет просить прощения, придет с каким-то сюрпризом. Мне именно так идет. Вот. Сложно вам будет с ним общаться, сразу вижу, потому что очень много эмоций будет. И опять же, обида есть на него. Но с другой стороны, мне вот почему-то кажется, что кто-то из вас прям ждет этого мужчину. Вы его ждете, да. Хоть он так и поступил, хоть и обидненько было, но все равно вы его ждете. Потому что любите, потому что куда ж вы без него. Да, вы добрая, вы прощаете. Вы можете простить. Видите, сейчас он убедится, что вы не изменяли, и придет просить прощения. Мне идет именно так. Так, еще за вами следят женщины. Женщины следят. Женщины, которые и восхищаются вами, и ненавидят. Женщины, которые, готовы, я не знаю, 10 лет жизни отдать, чтобы стать вами, да? Обладать вашей красотой, вашим умом, вашим талантом, вашими способностями. Очень хочется быть как вы, очень хочется стать вами. Восхищаются, потому что вы действительно для них кумир. А ненавидят, потому что они не могут стать вами и не могут добиться ваших высот. Вот и все. Хотя очень стараются. Женщины, которые могут вам подражать во всем и полностью вас копировать. Копировать все.
Начиная от того, как вы говорите, что вы говорите, макияж, не знаю, маникюр, стиль, да, вот все могут копировать и могут подражать. Здесь показано несколько женщин, причем эти женщины, они как эти голодные крысы. Крысы, да, подлинно ведут себя, подлинно действуют, считают, что типа так нормально, так можно. Одна из них, по-моему, с головой не дружит, ну, либо там уже какие-то серьезные отклонения в психике, и, ну, она такой, наверное, родилась, да, либо ее в детстве уронили. Какая-то явно проблема с головой. Эта проблема, кстати, будет усугубляться. А вторая, она какая-то очень хитрая и очень такая бездарная, знаете, человек абсолютно бездарный, как ноль, да, ноль без палочки. Про третью ничего не могу сказать, потому что ее плохо видно. И мне кажется, что она очень далеко от вас находится. Может быть, это какая-то завистница в интернете, да, подражательница в интернете, может быть, да. Ну, как бы она вообще никак на вас не влияет. Так, еще за вами следят, ну, родственники, я так понимаю, родители, либо там братья, сестры. Те, кто вас любят, те, кто хотят, чтобы у вас все было хорошо, те, кто считают, что вы слишком там независимая, самостоятельная, но при этом для них вы как маленький ребенок, да, неважно, сколько вам лет, вы все равно для них маленький ребенок. Следят, чтобы помочь в нужный момент, либо вмешаться в нужный момент, не знаю, защитить, хотя, возможно, вы в защите уже совершенно не нуждаетесь. Но вот такой вот момент показан. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.